2 июля 1913 года из Иркутска отплыл теплоход, на борту которого находился иркутский викарный епископ Евгений Зернов. Его миссионерский путь лежал в Киренский уезд. Это самый отдаленный уголок Иркутской епархии. Сопровождал епископа Евгения священник Николай Александрович Пономарев. Намерение владыки было одно: нужно составить маршрут так, чтобы я мог посетить все села и деревни Киренского уезда, посетить все церковные и министерские школы, и во всех храмах и приписных молитвенных домах помолиться вместе с веренной Богом паствой. И такое, едва можно сказать, преодолимое намерение владыка исполнил почти в точности, не посетив всего лишь 2 прихода. Священник Николай Пономарев не только фотографировал, но и вел дневник, в котором он описывал все события миссионерской поездки, свои впечатления и многое другое. Этот интересный и довольно просторный материал публиковался на страницах православной газеты «Иркутские епархиальные ведомости» в 1913 и 1914 годах. Вот что пишет Николай Пономарев. «Жуть берет, когда представляешь себе все прелести путешествия по Киренскому уезду. Это жутко мне, сибиряку. А что же должен был чувствовать владыка, пришелец России, уроженец Москвы, когда он совершал свое продолжительное и многотрудное путешествие, перенося всевозможные лишения на пути, не досыпая, не доедая, подвергаясь резким переменам погоды, что нередко весьма чувствительно отражалось на состоянии его здоровья. Борясь с болезнью и мужественно мирясь со всеми неудобствами пути, владыка постоянно помнил то святое дело, ради которого предпринял едва посильный труд. Нужно же знать, как течет жизнь насельников-христиан маловедомого культурному миру Киренского края, и внести им луч света Христова», — говорил он. Благодаря этой поездке мы узнаем не только подробности избыта и пристрастий местного населения, но и, что очень важно, почувствуем то духовно-нравственное состояние, что было у наших земляков ровно 100 лет назад. Например, владыка отмечал, что там, где внешняя жизнь, так сказать, бьет ключом, с ее беспрерывно движущимися лодками и пароходами, держащими свой путь в русскую Калифорнию, Бодайбо, с его золотоносными приисками, религиозно-нравственное состояние же приходов нельзя признать высоким. Особенно в этом отношении разузнанностью отличаются приходы Подкаменский и Усть-Кутский. В последнем обычно много оседает отбросов из рабочих артелей, проходящих на Бодайбо и обратно. Эти партии рабочих, вместе с сильными уголовными и политическими, сильно деморализуют жизнь местного населения. Основным и коренным недугом приходской жизни является пьянство, с соединенным с ним грехами, развратом и разбоем, а также холодностью к церкви. Мужички, например, в Усть-Куте очень мало посещают храмы и в часы службы проводят время на берегу Лены или около своих домов. Церковь в воскресенье и праздничные дни посещается почти исключительно женщинами. Жизнь нравственно-религиозная в ленских приходах, видимо, давно замерла, отмечает епископ. И напротив, в местах, где, казалось бы, замерла жизнь, жизнь духовная была на высоте. Последним же пунктом в путешествии Евгения Зернова по своей пастве станет малоизвестный тогда поселок Жерба. Оттуда в ночь на 6 июля он уже держал путь домой. Дальнейшая судьба Евгения Зернова сложилась трагической, как и судьба тысячи священнослужителей того времени. В августе 1914 года епископ Евгений отправился на Дальний Восток возглавлять кафедру Благовещенской епархии, которой он будет управлять 9 лет. Здесь владыку Евгения застали революционные события, и здесь начался его крестный путь новомученика. В конце августа 1923 года, в ночь под усыпение после всеночной, в Благовещенском кафедральном соборе епископа Евгения арестовали и заключили в тюрьму. Спустя несколько месяцев его освобождают, но ненадолго. 30 ноября 1923 года владыка Евгений Зернов был рукоположен в сан архиепископа, а в 24-м он входит в состав Священного Синода. И вновь арест с осуждением на 3 года тюрьмы, с отбыванием в Соловецком концлагере, а после ссылка на территорию Коми. После освобождения владыка Евгений не вправе был выехать в Москву, и он поселяется в городе Котельнич Нижегородского края. В мае 1934-го его назначают митрополитом Горьковским, а через год его вновь арестовывают со ссылкой в Карагандинский концлагерь, где священника ждала трагическая развязка. 20 сентября 1937 года тройка при НКВД Евгений Зернов был приговорен к расстрелу. В тот же день приговор был приведен в исполнение.
20 августа 2000 года священномученик Евгений Зернов был канонизирован в лике святых. В июне месяце 2013 года настоятелем Ленского храма иереем Анатолием Астафьевым была организована православная межшкольная экспедиция в поселок Жерба, ту самую Жербу, которую ровно 100 лет назад посетил владыка Евгений Зернов. Из дневника Николая Пономарева. Из Нюи нам путь лежал обратно, но владыки сказали, что за 35 верст ниже Полени в селе Жербинском есть приписной к Нюйскому храм, и насельники Жербы были бы глубоко осчастливлены посещением своего владыки. Желая доставить духовную радость своей далекой пастве, владыка охотно согласился навестить жербинцев и вместе с ними помолиться. Жербинское было последнее селение Иркутской епархии. Дальше уже было ведение епархии Якутской. Нашим путешественникам предстояло сплавиться вниз по Лени из села Нюя в Жербу. Это где-то около 32 километров или 34 версты. Я надеюсь, что у нас будет замечательный поход. И нас впереди ждет, во-первых, находки. Мы найдем обязательно храм. Во-вторых, нас ждет хорошее настроение и большая-большая вкусная рыба. Несмотря на плохую погоду, которая не позволила отцу Анатолию и его команде добраться до места назначения в запланированный срок, общий настрой у команды был приподнятый и имел характер приключения. Первые часы нашего путешествия прошли очень интересно и занимательно. Начиная с того, что у нас Татьяна пыталась пешком ходить по воде. У нее не получилось. Она сильно намокла, мы ее переодевали. Анечка у нас тоже промокла, у нас была штурманом, впереди сидела, ее волной захлестывался, сильный ветер и волна на речке. Поэтому мы сильно отстали от графика нашего. Сегодня наверняка не доберемся до Журбы, но где-то до Трухты. А ребята наши вон там плывут. Добравшись до Трухты, уставшие и промокшие, юные путешественники приняли решение остаться ночевать в Трухте, а утром продолжить свой путь. Солнечным утром вся команда собралась на месте строительства Трухтинской часовни. Это еще одно детище благочинного в деле возрождения православия на Ленской земле. Проведя совместную молитву под куполом неба, отец Анатолий осветил место. Попросив у Бога попутного ветра, вся команда отправилась на берег, где их ждала солнечная погода и продолжение пути. Замечательно просто. Вообще отлично все. Настроение хорошее, бодрое, погода замечательная, ветерок бодрящий. Мне очень понравилось. Ты не жалеешь, что поехала? Нет, я не жалею, но я жалею, что я теплую куртку с собой не взяла. У меня впечатление, пока хорошее, но я хочу спать, и ночью в туалете напугала собака. Первый день у нас похода прошел замечательно. Мы попали в легкий шторм. У нас дул ветер низовик, за которым мы долго-долго добирались до Трухты. Надеюсь, сегодня мы до Журбы наконец-то доберемся. Возможно, для кого-то вся эта история со сплавом по реке, раскопками старого храма будет лишь увлекательным приключением, ну а для кого-то возможность самому прикоснуться к истории своего края, приоткрыть ее забытые страницы. Вот как описывает Николай Пономарев поселок Жерба 100-летней давности. Жерба – селенница в 25 дворов, со 140 жителями обоего пола. Прибыли туда в 10 часов вечера. Жители быстро собрались и с факелами сопровождали владыку. Храм стоит на горе, в сосновом бору. Подъем к нему длинный, песчаный. Владыка совершил молебен Божьей Матери и святому Иннокентию. Жадностью ловили жербинцы поучительные слова архипастыря. Можно с уверенностью сказать, они встречали у себя епископа впервые. Устье речки Жербы. В этом месте
Старинное русское село Русская Джерба. Внизу располагались дома, а на этом песчаном холмике стоял храм, по свидетельству Пономарева. Здесь мы и будем работать. Мы приехали, сейчас раскладываемся, перетаскиваем вещи вон туда. Разбив лагерь, наши юные археологи, вооружившись лопатами, поспешили на песчаный холм. Из дневника Николая Пономарева. Храм небольшой, утвари очень беден. Население при бедности бессильно чем-либо помочь. Вот куда бы следовало заглянуть руке щедрого жертвователя и хотя немного благоукрасить храм. Это духовное сокровище далеких жербинцев. Царю небесному, тешили души истины, живи здесь и все исполняй сокровища будущей жизни подобных среди, и все несемные причисленные церковь скорбной. Спасибо, Господи, помилуй, благослови. Исторический момент. Ну, берите по лопате. Кто первый наткнется на фундамент, тот... Скрывали ли эти толстые слои песка следы жербинского храма, никто не знал. Всяких работ. Аккуратно, снимая слой за слоем, ребята оставляли позади себя большие горы песка и все меньше надежды найти хоть что-либо напоминающее фундамент храма. Как-то один мудрец сказал, что у народа, не знающего свое прошлое, нет будущего. В 1913 году в 86 селениях Килинского уезда было 73 храма и 7 часовен. В период правления советской власти ни одного. В годы прихода к власти большевиков основной деловой пласт жителей Жербы раскулачили. Остались только середняки, да и то многие поуехали. А почему люди уезжать стали? Ну, как тут раскулачено, да все. Село, лишившись своего векового уклада, еще просуществовало до 50-х годов прошлого века и окончательно прекратило свое существование в связи с проводимой политикой государства об укреплении совхозов и колхозов. Началась ликвидация так называемых бесперспективных деревень. А потом почему деревня за этот начала умирать? Ее закрыли Никитка Хрущев, крупный сгонил. И куда людей переселили? В нее? Остатки жителей просто переселили в другие, более крупные населенные пункты. Так закончилась история жизни маленького селения. От деревни ничего не осталось. Остались лишь обрывки воспоминаний и вот эта длинная песчаная дорога. Как-то в одном гениальном фильме притчи старушка, спросив, ведет ли эта дорога к храму, вдруг произнесет: «Тогда зачем она нужна? К чему дорога, если она не приводит к храму?» И шли, значит, в храм по длинной песочной дороге, написано в книге. Была очень длинная песочная дорога, по которой владыка поднимался в храм. Это была действительно та самая дорога, по которой ровно 100 лет назад будущий святой вместе с жербинцами шел к храму. Уже после, по воспоминаниям местных жителей, мы узнаем, что позади церкви было кладбище. Также, по воспоминаниям жителей, нам станет известно, что в самом начале войны в церкви прятался дезертир из местных, который по неосторожности и сжег храм.
И какова же была радость найти то самое место, где ровно 100 лет назад епископ Евгений Зернов совершил молебен. О преснопамятных рабех Божьих, всех здесь упокоенных и всех живших, в селе Джурба, рабов Божьих Александра, всех наших сродников, покой тишины блаженной памяти, Господу помолимся. Я стою внутри храма, а вот это алтарь. В центре алтаря выросла деревце маленькое. Девочки, ваши впечатления от находки? Круто. Азарт появился. Запрыгнут. Да, уж, а я-то как рад. Я даже не думал, что мы его найдем. Это просто чудо. «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его», — говорил Господь о нерушимости храма тела своего. И как подтверждение сказанного, спустя ровно 100 лет на месте разрушенного храма иереем Анатолием Астафьевым была проведена литургия. Можно было думать, что после всего пережитого вера в людях вовсе иссякла. Но это оказалось не так. В потаенных глубинах души человека сохранилось истинное христианское чувство, осознание духовного родства нации. Вера таилась в людях, чтобы однажды вновь пробудиться и восторжествовать. Из последних записей Николая Пономарева. Простившись с жербинцами, мы в полночь на 6 июля двинулись обратно, благодаря Бога за помощь в нашем путешествии. Ну а наши герои, поднявшись в небо, наверное, навсегда сохранят в своих сердцах добрую память о путешествии в русскую Жирбу.